Ассаламу алейкум. В эфире программа «Неделя». О самых заметных событиях последних 7 дней вам расскажут мои коллеги и я, Ислам Ершов. Масштабные стройки и амбициозные планы. Глава республики с мэром Грозного побывали с инспекцией на крупных стройплощадках чеченской столицы. 50% уже дают. Внимание, на дороге стоит жизней. Водителям Грозного раздали буклеты с напоминанием о правилах дорожного движения. Организовала акцию телерадиокомпания «Путь» совместно с госавтоинспекцией. Защитники Отечества. В Чеченской Республике открыли филиал Государственного фонда социальной поддержки участников специальной военной операции. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах. Дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдуллаев. Абу Муса Аш'ари Сандин Мадина Теарвелла Дель Илшлехир Шаол. Идель Илшалехача Биру Рума Богша Гухилла Озгуча Дель Илш алейхи салату вассалам Шилхичу Шиквак Багайтна Ша Цависна كورت أويل برغتيال إيش كريرشين يوتون أويل جلسة يا قرحم تون صدع جلسة دا قرحم أوز بيش نعري دعوتنا تحلق تعديل يوتشن توا يتر مواتشا تحجم مبالغ سينجة مقصد عيتر دقشة الله دعوة ترشا أول دعوة تشا أبو بكر صديق وير أبو بكر صديق شا نعري حساتير مش ويطال ديل يوتشن تبي غور وات شا ديل يوتشن بور داق الله تعالى أبو موسى شا تأوانا ديل يوتشن قول أبو بكر ونعري بأن شو أيتي شاعلش ديل يشنا خات حق وقت تنسجي أولي ديل يشنا أبو موسى أول حصد عش جرشين حيك صدع يترحم شاشة أخوه ترشاول ديل ريس خيل حون أول ديل يشنا أبو بكر صديق شو أيتي يلسمنز قابقال صولت عمر ويري الله عمر اختير ولرشا أول أبو موسى أشعريس دل اختير ولا إذا سسير شاول بور دقير يلسمنز قابق شو أيتي إلر صولت عثمان وير أول عثمان بيأتش ديل يلشنا عليه الصلاة والسلام شاتا وان عثمان بيأنا ألش ديل يلشنا تنبير ألا جوف دلري يوغا إلشا عثمان بيأنا هودي شاء ألش يوغا تنبير شاء أل ديل يلشنا تنبير ألا صوت ديل يلشنا إلر بوخ شو وإيت دنيا نشعصون حق لردولش بالين دو حال يلسمن إسقاء باقي شو وإيت عثمان دنيا نشعصون حق لردول بالين صبري خلر نقاء باقي شو وإيت. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. Строительство жилого комплекса комфорт-класса «Квартет» идет с опережением графика. Об этом мэр Грозного рассказал главе региона в ходе его инспекции по стройплощадке. «Квартет» – один из самых ярких проектов. 4 25-этажных здания будут рассчитаны на 736 квартир. Современный и многофункциональный комплекс обеспечит жильем свыше 60 тысяч человек. Кроме того, обсуждались вопросы модернизации системы водоснабжения и теплоснабжения в столице республики. Подробности в следующем сюжете. Глава Чеченской Республики прибывает на строительную площадку вместе с мэром города Грозного. Здесь в скором времени должен появиться многофункциональный жилой комплекс «Квартет». Масштабный проект включает в себя 4 25-этажных здания на 736 квартир. Несмотря на начальный этап, 50% жилплощади уже продано. Этот факт говорит о высоком спросе на недвижимость в столице региона. 736 квартир, 25 этажей, ждик дом до 736. Цадомду. Цадомду. Исен площадка уже керчин. Исен 50% уже дают. Бибо два капсул заложить. Бибо та 50% квартир уже реализовать. Площадь самого комплекса составит около 80 тысяч квадратных метров. Также главе региона рассказали и о других масштабных объектах. Неподалеку, рядом с правительственными зданиями, планируется строительство нескольких высотных сооружений. Центр его центр там больше даже. Раэл примерно сульчдах китневый. Первая улица от 7-6 до 10 этажей домашнюю, так вторую линия высокий домашний.
примерно эти домашние суют шерсан дом, шерсан наград разнацов. Интересно, да что брать, примерно на броску один кернахином шерушно более детально мало зелен тихаз дикел домашки юхабашин дом другой якомет шмейцу наш имдет ушема язы доработать сейчас примерно чешт улица Рубровский домашний. Первый это деш хаздат среднем складу да. Ты значит доработать на визе. Да, спокойно. Сатирли дождь, что это значит? Сатирли дождь, домаш первый хотя бы определенным метром. على ساعتين ما انسامبل ثاني وشلك بايع كاتوش حقير واحد بوتين اولتسكو هرتسيناش دماشتو هركايناش سادك شكولا سبورت كومبلكس اشتو جاستينس اي ابيكش هرتسيناش سادك دماشتو وقاحه 118 дом хырду 16 тысяч более квартир хырю население 67 тысяч население хырю шукаркел микрорайон в центре. Поменяется и облик центра столицы. Рассматривается возможность смены фасада некоторых зданий на проспекте Путина. Затронули и вопросы модернизации систем водоснабжения и теплоснабжения Грозного. По словам мэра города, под эти цели уже выделены средства. Водоканалах, теплосетях, сеть 140 километров водопровод уйцарю. Около 30 километров теплосети сеть уйцарю. Цер насос шатвой устаревшие церешь, но более современные наши туокта экономия немецкая самая цаволи нашу шаги установить шабок таболи на он царна. По завершению инспекции Рамзан Хаджи Кадыров дал ряд поручений мэру столицы региона. По мнению главы республики, Грозный должен стать одним из самых развитых городов Юга России. Ислам Ершов, Аслан Висхаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров и соратники совершили утреннюю молитву в мечети имени дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, Хамзата, да будет доволен им Аллах. Дуа прочитал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Лидер субъекта отметил, что в молитвах они просили Всевышнего о милости, крепкой вере, мире и благополучии для мусульман. Рамзан Хаджи Кадыров посетил открытие филиала Государственного фонда социальной поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Он создан по указу президента страны Владимира Путина. Учреждение будет помогать в оказании медицинской, социальной и других видов помощи участникам и ветеранам специальной военной операции, а также их семьям. В своем выступлении глава региона поблагодарил тех, кто в трудный час встал на защиту интересов своей родины и выразил уверенность, что филиал Госфонда в Чеченской Республике будет оказывать всестороннюю поддержку всем заявителям. В республике добавить что добровольчик да, сервисы хабоштон. Просто не успеваем готовить, отправлять их да. В хабош по ночик энти да, хабош по уштон, амабеш цандон, ушум дадон, просто дон ханьоч дон. استمت عبدالات لاش يزدونه مدر إيشين خيش دون شيء شوحت عشرة دوين وحاول ولا دعوة شبودات هيتسي دون كل شيء بولك أجري توالجارك إنش دون تحتان كده دون مصر دديش تيجي تان يوش دون جرز مصر ما دو وعدلن صولتي هتوان تمتع وين ما رزاوه دعكله بيسن كان وهو شو عدوان مصر условия да херо чалвар херо ча така соцработник херо ча мосо да ча да мессери представитель выходит. Новое двухэтажное здание возвели на средства регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Специалисты Госфонда уже приступили к работе. Созданные условия оценил и глава региона. Да, мы чокаем клиентский службу, ветераны Хамурели, семьи школа, Хабия Канши, Долшал Хаун, проблемы лаешь, не требует. Пока зафиксируют, когда уже социальный координатор передает, дальше уже социальный координатор будет уже по всем министерствам смотреть цели, что, например, или реабилитация головы, или социальный царь, или школа, но в ведомстве, что Хамурели, дальше уже все социальные ведомства будут находиться в одном здании. В
Российском университете спецназа состоялся финальный этап тренировочных занятий службы безопасности главы Чеченской Республики. В них принял участие и внук первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Адам Кадыров. Несмотря на совсем молодой возраст, он наравне с профессионалами преодолел все испытания и показал высокие результаты. Сюжет Мухаммада Жамалулейлы. Уже несколько недель сотрудники службы безопасности главы Чеченской Республики проходят подготовку на базе Российского университета спецназа. В занятиях активное участие принимает и внук первого президента республики Адам Кадыров. На финальный этап прибыл Рамзан Хаджи Кадыров. Перед официальной частью ему продемонстрировали артиллерийскую технику. В 1944 году разработать немецкий танк, тяжелый танк, Тигр, Леопард, Сандуала, именно противотанковый. Но цулда удачная модель несет по сегодняшний день истинное вооружение. Лилоши, 100-й калибр, Рицин, заряд снаряда, цельный щит со снарядом. До 20 кто имеет? 20-350. СПГ. Это угнемая. Пошлой лучше. База хайин, вот ободу даже. Снаряд можно новый. БМП 73 мм. БМП 1, я отсюда калибр. Четыре пушки, по сути, как вот хватит. 1200 до 1500. Противотанковым и на 4200 осколочной навесной траектории. Очень хорошие. Называют снайперской винтовкой среди гранатометов. На этапе дуэли главное быстрее всех попасть по мишеням. По ходу прохождения Адам Кадыров благодаря точной и быстрой стрельбе выводит свою команду вперед. Cái chạm bao nhiêu? Cái chạm không lấy một biết đánh ngủ ở đấy rồi chắc. Chỗ ở đấy còn sao kì? Команда Адама Кадырова одержала верх и в следующем этапе. Заместитель начальника охраны главы региона Магомед Наурбиев доложил главе республики об итогах соревнования. Он отметил высокий уровень мастерства бойцов, в том числе Адама Кадырова, который показал лучшую стрельбу из пистолета. Общее отделение. Это точно чувак. Лучшее время. Вот та самая ответственность сегодня. То мотор лучше. А общий итог подводите. То ничего. Распробуем. Сам до вот и целый день шаг я действительно. Вышка итог лучше. Прям чекал парю. Сюрем уже результат. Команда результат. Рамзан Хаджи Кадыров поздравил всех участников соревнования. Он отметил, что такие соревнования нужно проводить чаще. Они позволяют не только научиться чему-то новому, но и усовершенствовать имеющиеся навыки. Глава республики также отметил, что участники получат большие денежные призы. Интересно, Адамс уровень, где то было, да, сумма вышла, там на цибуле хи, для печку сама, so ist варья что, хашрат бали, знаешь, пошел мы, это стабильно было. Сумма la урня. أصدعوا هي تزعم أوبرزين فينال يوكليب تاع جوده جون استوالو صار تعوش تعوردي أبغى كان صول صار خدوهاش ثانية فوقش يا أوبرزين دي سادوتي مش نشوفه جد تحوكي أزوع أزورتي وثانية لبوش جالس بوردو سلاجنا بوه برموسوما هو بزباس نرشايجي نوش مورن جالس هور موشاجة هو دي كل ما تشك شوق كل ما تشك إيش كل ما تشك ده هو ديك كاش ديك حواش صولش سون ملاء صورة هذا لين عني سلاج أجنبي زي ما ده يصير خوش خيط الموسى أول
Когда волны бокса свой больше, вас когда волны. Зато призовой фонд дикрыш даздал. Первый я отделение 30 миллионов, второй я 15 миллионов, третий я 7,5 миллионов. Глава региона подчеркнул, что каждый должен быть готовым встать на защиту Родины в любой момент. امش لا تشحبوش بو لا تربوش بو نقصنا هاد قررت وعلى شوال دانا حال ديك دان تول دان ارمي خليز بص بدرز دليني يو اشاغي دا اوشتاش ارمي تقام بچاوي گز ديستوت ود حالبلي كتش سوينا بولچان ترمع بولچان شيك زيك ترمع لري دعيل وش بشيت امت يحبوش دان خلا داس دان تندل قام بچان عجز درس وشين حال وشين شاوي كيش خلي شو اسباب بانك يجينا بروست بولو الليل جدا كنا يوزك يجي نابوك واقع روسيا не только военный гражданский наш амбаш будет герство амад ездостан хо шалад ез воен хинсен до медицин воен халат изначально воен хашли я докук энти спасти меня бар осома хо шалчи отход тулер воен гибд да дом без качал мосо дом подразделение что она там да куда ез хаш будет стан отсюдаш даван гейтен показатель что собрдон угидон элитный дом подразделение и так. Рамзан Хаджи-Кадыров отметил и высокий профессионализм инструкторов Российского университета спецназа. Каждый из них получит от фонда имени Ахмата Хаджи-Кадырова денежные премии в размере 500 тысяч рублей. и условия синда военные события дон и сюа чек мо бол хауш ну воен самон ехали тарам ёх дон результат чка хаджар хам дон инсарено ане шо қорус дон так боссо дон шиши мета пулеметчик снайпер гранатометчик так что шо чавик гидон автоматошик шиши мета халар дон шиши рена спасти виш халар дон выносите вест халар пор группы а шиши нахмогли подозрение дон минометчик хол артиллерия хол вожа хол авой пушка травы уледа إثناء داسنا وجع بوش نشو وجع من الموتشو وجع موسيقى بالجرد وجع يتعدي بيب باسيو دون أو любой техника يو любойهم حياة يشو دون возможность любойهم هذا يشو أيش على любой подразделение دون سندر توقع بول إنستруктор دينا بوسا دون مريوكش بوس سندر دون سنتان بركاديريت هذا ومسا دون دالة إنستруктор شنا دون по 500 тысяч рублей ахтур давай дон примерно дон водик бина да берг дон Vede deres hodon. Adesso poi dopo. Se va a rosso c'è la con numero da siamo sul lato dopo hoda. Deres hoda lato. Ахмед! Сила! Такбир! Аллаху Акбар! Мероприятие завершилось памятными фотографиями бойцов с Рамзаном Хаджи-Кадыровым. Мухаммад Джамалул Лейла Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Известный богослов, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи-Кадырова Адам Шахидов провел встречу с молодежью. В здании Министерства Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике он прочитал для них проповедь, в которой рассказал о религиозных ценностях и о высокой роли женщины в исламе. Слушатели смогли задать вопросы и получили ответы от богослова. وهو زكوندو إيه براويلو وهو دوي عازت العدو قردات ويتاد اللت ويديك دوي نعمة عدو قردات ويقل دولت وينقل نعمة دالش عدو قردات ويقل دولت ويبالع سيقت نحت أمي عدوي إيه عدو قردات وينيس دلت ديل زكوندويس مال بالي الحقيقي بوزيع Да бузис, мал бузя. Иш законду Аллах дейл. В станице Шелковская стартовал сезон детского отдыха. Центр социальной реабилитации и оздоровления несовершеннолетних «Радуга» смогут посетить почти 3000 человек. Двухнедельная программа детского лагеря поможет ребятам развить в себе лидерские качества и раскрыть творческий потенциал. 2 недели полные веселья, игр и простой детской радости. За это время ребята раскрывают свои творческие и организаторские способности. Помогают им в этом вожатые центры социальной реабилитации и оздоровления несовершеннолетних «Радуга». Особенность лагеря «Радуга» в том, что план
на каждый день настолько рассчитан, что это получается сделать. 2 недели – это небольшой срок, но за эти 2 недели ребенок полностью адаптируется к условиям лагеря, к его порядкам, жизни лагеря, и ему предоставляется абсолютно полная возможность раскрыться творчески, умственно, интеллектуально, спортивно. За время летних каникул лагерь посещает около 10 групп. В каждой могут быть почти 300 человек. Для детишек в лагере есть все необходимое. Здесь установлен веревочный парк с препятствиями для самых маленьких и подростков. В лагере есть место и для кружковой деятельности. В каждой из этих 5 беседок для детей проводят мастер-классы по рисованию, показывают кукольный театр. Приезжающий сюда ребенок уезжает совершенно другим. Он становится более уверенным и приобретает новых друзей. Об этом говорят не только вожатые, но и сами дети, которые здесь уже не впервые. А те, кто только прибыл сюда, не скрывают своих положительных эмоций. Мы играем в игры, гуляем. Дома мы не сидим. Мы ходим на разные кружки или на секции. Мне здесь очень нравится. Мне нравится все, что тут есть. Тут очень ровный график. Мы встаем столько, во сколько бы дома я никогда не встала. Мне здесь больше всего понравилось веревочный парк, скалодром. Сегодня проходит открытие первой лагерной смены в этом году. Его приурочили к Международному дню защиты детей. В церемонии приняли участие официальные лица Шелковского района. Из их рук были переданы грамоты отличившимся работникам центра. Умханов Магомед Арзуевич, заведующий отделением досуга и оздоровления. Гостям провели экскурсию, показали спортивные залы, площадки для настольного тенниса, футбола, а также игровой тир. Сами ребята подготовили концертную программу с национальными танцами народов России. Лагерь «Радуга» Шелковского района начал функционировать с 2015 года. На сегодняшний день его посетили почти 20 тысяч детей со всей республики, в их числе и с ограниченными возможностями здоровья. По словам работников центра, каждый ребенок уникальный. Их же задача – раскрыть спрятанные в них таланты и создать условия для творческой реализации подрастающего поколения. Седа Хасиева, Адам Яхьяев, Аслан Висхаев. Неделя. Раяна Барнави из Саудовской Аравии стала первой женщиной страны, покорившей космос. А в мечетях Испании все больше европейцев произносят шахаду. Об этих и других новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». В немецком городе Геттинген мусульмане получают в свой адрес письма с угрозами. Они исходят от местных неонацистов. Желание навредить распространяется не только на верующих, но и на культовые сооружения. Удалось выяснить, что это дело рук организации «Национальное социалистическое подполье». На ее счету несколько взрывов, унесших жизни многих людей. Власти обещают предпринять максимальные усилия в их поимке. В одной из главных мечетей Испании европейцы активно произносят шахаду. Каждую пятницу там собираются люди, стремящиеся произнести формулу единобожия. С каждым годом такая тенденция все сильнее набирает обороты. На данный момент, по официальным данным, в стране проживают около 2,5 миллионов мусульман. Недавно космос решила покорить первая женщина-астронавт из Саудовской Аравии. И вот она уже делится кадрами Мекки с высоты более 400 километров. Раяна Барнави сняла небольшой видеоролик, на котором отчетливо виднеется ярко освещенный город, несмотря на огромное расстояние до него. Власти провинциального китайского города Юньнань дали добро на снос купола исторической мечети. Такое решение пришлось не по нраву местным мусульманам, и они устроили акцию протеста рядом с культовым сооружением. Даже прибывшая на место полиция не смогла ничего сделать с недовольными. Данная святыня имеет огромное значение для верующих региона. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. Профилактическая акция по снижению количества ДТП прошла в Грозном. Водителям транспортных средств раздали брошюры с напоминаниями о важности соблюдения правил дорожного движения. В буклетах были приведены аяты из Корана и хадисы пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Организатором акции выступила телерадиокомпания «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова при поддержке Госавтоинспекции Республики. Подробнее в сюжете Дианы Хармуш. كان حديثنا صلى الله عليه وسلم حين اشتغل على التشبه بالبقعة ده البركة ده العالم شو المصوت شو مناخ.
Сегодня на посту не просто инспекторы. На акцию вышли ее организаторы, начальник госавтоинспекции Идрис Черхигов и директор телерадиокомпании «Путь» Адам Шахидов. Вместе они раздают буклеты с призывом соблюдать правила дорожного движения и лично призывают к этому водителей. سيخ ملا حارشو صبرخ الحارشو غلقخ مدو حارشو دين الله مدو حارشو دين الله دورج غلق دورج تول تربل بوسلبا دورج تول هر نوحشي قام دو هر ويتغن هر لرصدع ويبعنيش سلي لها غلق دعدال شول دها ادم حيبن حسبي دورشدو الاكسش شرح شوز خوز دعوش شو دقه او قيدي ما دون حلو حالوس ديك حالوس مثلا ده رئيس خلط طريقه درس يوز وي ودي تلشكا وي بيشكوشكا رال ضروري دجن سبل دعتي عاره وي В буклетах приводятся аяты из Корана и хадисы пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, об ответственности верующих за безопасность окружающих людей. Адам хазши, но ладава чиши правил соблюдать дешхельчи, это хердар. Адмана берна кирам хербацер. Хаз парат алила дар قدام طلع. أرد الخز بوابو أشبيش بكر أوارش سير نقدر سر أدم جيم قيتر دقوة ذا المقلادات ذا ريس خويشون. Эффективные меры по снижению ДТП Идрис Черхигов и Адам Шахидов обсудили на отдельном совещании в госавтоинспекции. Стороны сошлись во мнении, что участие богословов в профилактических беседах с жителями республики помогает эффективно доносить информацию. رمضان حشسة دائما نتدم تبغى يتوشى نيق نظام لرديش تقول لرد بعنيش وليديش حنا لرديش شجع بعنيش حقولش حقول شجع الله جل جلاله. بيش بخير أمشي عمل حاجة صار وش كان بعني نو بيش ببلغش فضت ورنا دعونا يلوق دعونا ديك قيمة ثانية صون الحدوق شو داق شو بعني هربوخ خيدا وعليس بولا يسون تخينك دا تخبوا دا مولا قناح غدوها بولا يسونا. В рамках акции, приуроченной к году ищенского языка, в Грозном раздали 300 брошюр на родном языке. По данным госавтоинспекции, в республике в этом году было зарегистрировано всего 46 случаев ДТП. Но, как считают инспекторы, даже их можно было избежать, если бы водители и пешеходы соблюдали элементарные правила дорожного движения. Диана Хармуш, Муса Даудов, Аслан Вискаев. Неделя. В Грозном стали известны финалисты международного конкурса по разработке мастер-плана чеченской столицы. Всего было подано 123 заявки из 57 городов мира. Жюри в составе 20 экспертов в области городского планирования, территориального развития и цифровизации определили лучших претендентов. В их числе и Чеченский государственный университет имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Подробнее о конкурсе рассказали градоначальник столицы Хасмагомед Кадыров и заместитель генерального директора института Дом РФ Денис Филиппов. Сегодня мы провели заседание жюри и выбрали лучших финалистов, которые будут разрабатывать мастер-план до конца года. В конце года будет презентация. Кроме того, будет дорожная карта на 20-30 лет, где будут привлечены инвестиции частные, так и бюджетные. За мою практику и за последние 10 лет самый крупный международный конкурс, связанный с архитектурой либо строительством. Поэтому большой интерес к разработке мастер-плана Грозного в первую очередь говорит, конечно, о том, что все компании мирового уровня, которые принимали участие в конкурсе, они понимают, что самая важная цель, которая может быть реализована в рамках разработки мастер-плана, это его реализация, будет точно реализованная в Грозном. В селе Нижний Нойбер идет строительство новой центральной мечети. Двухэтажная святыня вместит около 5000 человек. Она будет носить имя Марьям Делимхановой, матери депутата Госдумы и соратника главы региона Адама Делимханова. تو اشت بيلجلي أقنا هوك حار ماجد دوا دولين تون
Рядом с мечетью строится и медресе имени Абу-Бакара Хитиева. В нем смогут обучаться более 100 муталимов. Новое оборудование передали образовательным учреждениям Грозного. Это мебель, интерактивные панели, ноутбуки, фотоаппараты, а также спортивный инвентарь. Оснащение закупили благодаря нацпроекту образования. В торжественной церемонии принял участие министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дидаев. Сегодня, опять-таки, вот эта большая материально-техническая база, большой перечень. Мы в рамках нацпроекта образования получили, с большим удовольствием распределяем среди образовательных учреждений. Это не последнее сегодня такое мероприятие. Мы уже в июне месяце, в июле, в августе месяце, каждый месяц по несколько раз будем планировать и в рамках цифровизации образовательной среды, и создания кванториумов на базе образовательных учреждений. Это, конечно же, огромное количество так называемых точек роста в наших школах. У нас основной акцент идет на школы в сельской местности. И мы в июне месяце ожидаем большое количество оборудования, в частности, те же компьютеры, ноутбуки, мебель и интерактивное оборудование. Как всегда, от нашего регионального общественного фонда имени нашего первого президента Ахмад Хаджи Кадырова Азут Хобалдольцин. Помощник главы Чеченской Республики, председатель Совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи движения первых Ахмад Кадыров провел встречу с трудными подростками. Он объяснил им, что деструктивное поведение влечет за собой вред как им самим, так и окружающим. Чтобы помочь им исправиться, он выделил средства на нужды ребят. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Увидимся через неделю. До встречи.